В сегодняшнем видео мы расскажем о значимости работы мигрантов в России. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, какой коллапс произойдет со страной России без рабочей силы. Подписывайтесь на наши обновления, чтобы быть в курсе о всех новинках на нашем канале. Наш проект не преследует сугубо коммерческих целей, однако всеми нами движет общая идея – честные объективные новости без выгоды третьих лиц. Просим вас поддержать наш проект и его развитие. Ссылка для помощи будет под этим видео в описании. Давайте посчитаем. Детей среди мигрантов, по экспертным оценкам, где-то 0,5 миллиона человек. Получается, что работающих примерно 11,5 миллионов, а всего работоспособного населения у нас 70 миллионов человек. Выходит, что доля мигрантов на рынке труда 16%, каждый шестой. Приезжие в основном это строители, таксисты, уборщицы, курьеры, няни, сиделки, помощники по дому, дворники. Иностранные работники конкуренцию россиянам пока не составляют, разве что на самых тяжелых работах. Классическим образом гастарбайтера считается дворник, но сфера ЖКХ далеко не самая массовая, где работают приезжие из Средней Азии. В основном они трудятся в строительстве, торговле и сфере услуг. У кого хорошо с русским языком и арифметикой – официантами. При этом качество свежеприбывших приезжих в последние годы падает. Люди с профессией и образованием перебрались к нам давно. Теперь очередь за двоечниками. Однако растет доля мигрантов, работающих в промышленности. В регионах, где открывается много предприятий, например, в Калужской области местные не очень активно идут на заводы, отметил Полетаев. Как только начинает создаваться промышленный кластер, возникают кадровые проблемы. Специалистов и не хватает, и не хотят они идти на завод, где режим, дисциплина. Это открывает возможности для приезжих. Если у кого-то есть квалификация, среднее специальное или высшее образование, их охотно берут. Правда, в основном рабочими. Не все выпускники вузов и техникумов соответствуют нашим профессиональным требованиям. Ежегодно правительство утверждает квоты на иностранную рабочую силу, в которую прописано, сколько неграждан России может трудиться на предприятии той или иной сферы. Для строительства этот уровень достигает 80%. Мы видим с вами, что творится на границах Евросоюза. У нас нет такой острой проблемы, слава богу, в том числе благодаря вашим усилиям. Но и нельзя допустить, чтобы что-то подобное у нас происходило. Хотя мы понимаем, что проблема у нас острая. У нас миллионы мигрантов, прежде всего, конечно, из республик бывшего Советского Союза. Нужно сделать так, чтобы и они жили в нормальных условиях, трудились там, где их берут на работу, чтобы они исполняли законы Российской Федерации, традиции народов, среди которых они живут. И так, чтобы это не создавало проблем на рынке труда у нас внутри России, чтобы не вызывать раздражение граждан Российской Федерации. Это очень тонкая, специфическая, но чрезвычайно важная работа. И в сфере экономики важна она, и в сфере социальной стабильности. Как вы относитесь к такой ситуации? Свои ответы пишите нам в комментарии под этим видео. Получается, без мигрантов Россия погрязнет в мусоре и перестанет расти. Пусть профессии, на которых работают мигранты, не самые статусные, но те, без которых никак не обойтись. Постепенно мигранты захватывают новые для себя отрасли. Например, все больше приезжих работает в медицине. Дело в нехватке кадров, врачей и в первую очередь среднего и младшего медперсонала. Нам аукнулась оптимизация. Когда несколько лет назад сократили число медицинских первичных пунктов, меньше стали готовить и медработников. Думали, что они будут не нужны в таком количестве. Такая ситуация не только в медицине, но и среди учителей. В малых городах, например, уже видна тенденция. Среди педагогического состава все больше приезжих из ближнего зарубежья. Похоже, власти никакой проблемы не видят. Недавно было принято решение упростить приезжим получение гражданства. Если речь идет о специалистах, в том числе медиках, по новым правилам нужно прожить уже не 3 года, а год, прежде чем получить заветную книжечку с двуглавым орлом. Властям стоит задуматься насчет этого, ведь такая политика может отпугнуть мигрантов и создать много проблем. На этом у нас все. Оцените наше видео подпиской и лайком.